Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за вашу поддержку, вашу помощь, ваши донаты и за то, что выбираете быть со мной. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какие тайны от вас скрывают? Кто в вашем окружении вас обманывает? Если вам эта тема интересна, вы хотите узнать правду, пожалуйста, загадайте на себя. Задайте вопрос от своего имени. Спросите, какие тайны есть у вашего окружения? Кто что скрывает? Кто вас обманывает? Ну и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, тайны и секреты. Ну вот мужчину, видите, показали, он такой карманы пустые показывает. Говорит, у меня денег нет. Либо я мало получаю, мне не доплачивают. Я вот голодный, холодный и вообще безденежный. Прям, видите, вывернул карманы перед вами. Мужчина не чужой, мужчина свой, близкий, родной, любимый. Это может быть чей-то муж. Это может быть и сын взрослый, это может быть и зять, это может быть и брат, и отец даже может быть. Да? Вот мужчина, который близко к вам находится, прибедняется. На самом деле у этого мужчины денежка есть, и без денежки он никогда не бывает. У этого мужчины то ли карточка, о которой вы не знаете, то ли у него где-то вот заначка есть, и он там прям хорошую сумму белка скопила, прям нормально, так вполне себе прилично. Вот. Считает этот мужчина, что вы слишком много от него хотите. У кого-то отыграется, что мужчина считает вас транжирой, что вы типа куда попало денежку тратите. Но у кого-то вот такой вот мужчинка зажиточный, да, и жадненький, как себе подушечку безопасности там готовит. Так что денежка у него есть. Но перед вами он показывает всегда пустые карманы. И делает это так хитро, так мастерски. Прям, знаете, вот слушаешь его, и слеза наворачивается. Вот прям жалко его становится, что он такой бедненький, такой честный, хороший, а ему не доплачивают. Либо его не ценят, там, премии лишают, да, либо вот все клиенты, заказчики прям такие буки жадины, да, вот прям денежку не дают, прям обманывают, кидают его. На самом деле все неправда. Деньги у него есть. И денег у него прилично, сразу говорю, сумма очень-таки приличная. И она у него где-то отложена. Либо на дополнительной карточке, либо где-то у него есть заначка. Вот, при желании все можно найти. Почему вы поверили этому мужчине? Ну, потому что вы сами никогда не обманываете. Ну, честному человеку в голову такое не придет, да, чтобы своего родного, близкого, любимого человека обманывать. Вот и все. Вы просто людей по себе судите. Вот такой трюк, извините, и прошел. Но, судя по всему, пришло время вам все узнать, поэтому вы зашли на мою отсыпочку. Вас сюда, скорее всего, ваш ангел-хранитель привел. Вот теперь вы все про него знаете. Можете смело на него давить, деньги у него есть. Если правильно надавить и не сдаваться, то он расколется, все вам расскажет. Вы для него важная женщина. Он не пойдет на то, чтобы разорвать с вами связь. Да, ему будет проще вам эти деньги отдать, покаяться, повиниться и надеяться на то, что вы простите. Дальше. Подругу чью-то вижу. Ну, подруга, да, близкая подруга, она очень много плачет. Женщина, которая очень много неправды о своей жизни рассказывает, либо она сгущает краски. Да, вот она всякую любую мелочь может так мастерски в темные тона окрасить, что прям горе, беда, да, вот подача такая, что вот у меня горе случилось, у меня беда, все, пропадаю, погибаю, меня обидели. На самом деле она такая, она сама может кого угодно обидеть. Женщина, которая любит, чтобы ее что ли жалели, да, чтобы ее приласкали, пожалели.
там плакаться, может быть, любит. А может быть, она такой человек суеверный, да, чтобы не сглазили ее там счастливую жизнь, она наоборот все рассказывает, что у нее все плохо, да, чтобы не завидовали, чтобы лучше спали, не думали, что у нее все хорошо. То есть она там может про мужчину рассказывать, что он прям такой тиран, бьет, гоняет там, ее и детей. На самом деле она с ним живет и не думает даже разводиться. А если вы ее об этом спрашиваете, она такая: ой, ты что, кому я нужна, как я проживу. На самом деле как бы все у них там хорошо. То же самое там про деньги может говорить, на работе может там всякие небылицы придумывать. Не на работе, а про работу именно. Да, что ее там все пыняют, унижают, оскорбляют. На самом деле все не так. То ли суеверная, то ли действительно она хочет, чтобы ее жалели. Вот как-то так показали. Вы, возможно, чувствовали, что она прям действительно как-то сильно драматично все это рассказывает, и это очень неправдоподобно. Но вы душа добрая, да, вы всех жалеете, вам всех жалко. Не надо ее жалеть, у нее все хорошо. Даже лучше не бывает. Вот прям, если взять вашу жизнь и ее жизнь, вот живет она припеваючи. Такие люди бывают, да. Дальше. Вот чьего-то ребенка показывают. Подросток. То ли девочка, то ли мальчик. Не могу сказать. Любовь свою скрывает от вас. То ли сынишка ваш в кого-то влюбился. Да, девочка у него на сердце прям. То ли ваша дочурка влюбилась в мальчика, прям бредит им. Ну, это как первая любовь, наверное, выходит. Первая любовь. Знаете, тут не нужно пытать, не нужны допросы с пристрастием. Здесь достаточно просто поговорить. Поговорить о том, что вы тоже были молоды, тоже влюблялись. Первая любовь, все вы прекрасно понимаете. Предложите свою помощь, предложите свои подсказки. Да? Я вижу, что ваш ребенок вам доверится. Вот если вы так по-мягкому, по-доброму, понимающе подойти, то ребенок вам доверится. Вот. Если мальчик, то тут еще как-то, знаете, более-менее все. Вот если девочка, то сами понимаете, да, интимная жизнь в раннем возрасте, ну как бы с одной стороны наши там бабушки, прабабушки еще раньше начинали, но с другой стороны учиться надо, да, учиться головой думать, да, тут надо просто по-хорошему, по-доброму поговорить. Дальше. Здесь какая-то другая женщина, не могу сказать, что она ваша подруга, но вы ее знаете. Эта женщина всегда старается очень ярко одеваться, такая, знаете, вот прям шмоточница, можно так сказать, да, она вот прям какие-то вещи, вот типа это модное, это брендовое, это такое, это сякое. Все время рассказывают, что у нее там богатые женихи, либо богатые любовники. Живет она вся в долгах. То есть все, что у нее есть, это не подарки, а это то, что она покупает себе в долг, кредит и выдает типа якобы за подарки. Такая, знаете, некоронованная королева. Ей очень хочется быть важной, ей очень хочется быть, ну, значимой, да, чтобы на нее прям смотрели. Она там рассказывает, что у нее такие мужчины с такими связями, на таких машинах. Ее там в деньгах купают, а она типа там еще выбирает, там, перебирает. На самом деле очень одинокая женщина. Ничего нет, еще и куча долгов у нее есть. Такая вот, знаете, с горя с любым пойдет, вот лишь бы кто приласкал. И жалко ее, ну и ведет себя как дурочка, да, вот как-то неприятно. Вы ее как бы осуждаете, либо у вас неприязнь к ней. На самом деле это очень несчастный человек. И все, что она говорит, это все неправда. Вот ничего у нее нет. А вещи, все, что она имеет, там телефон дорогой, это все куплено в кредит. И, кстати, кредиты, судя по всему, она не платит. Потому что даже голодает, да, потому что не за что купить. Вот все на шмотки у нее идет. Косметика, шмотки, какие-то аксессуары дорогие. Ну, такая жалкая и не жалкая. Ну, в общем, глупая какая-то женщина. И жизнь у нее такая же, знаете, глупая. Судьба глупая. Дальше. Здесь какой-то человек волком на вас смотрит. Мужчину показали. Для женщин мужчину показали. Цепляется. Может как-то, знаете, вот грубости какие-то себе, колкости позволяют, либо невнимание даже, да, вот банально там может не поздороваться, вот там просто кивнул, либо молча прошел. Вот как-то себя ведет он отвратительно. С другими людьми он прям душа компании, а вот с вами как-то ведет себя отвратительно. У этого мужчины есть секрет. И секрет это называется любовь.
Мужчина в вас влюбленный. И вот таким холодным образом, как холодный душ, да, он даже больше не для вас, а для самого себя. Он пытается вас вычеркнуть из своего сердца. То ли вы замужняя дама, то ли он женатый человек, а может быть и то, и другое. Вот он понимает, что нельзя, он понимает, что так не может быть. Но сердцу-то ведь не прикажешь, и он пытается вас всячески игнорировать и сам себя против вас настраивает. Для вас, конечно, это неприятный момент, и как бы вы тут ни при чем вообще, как бы, что вы такого сделали, да, что он так к вам относится. Ну вот видите, такой у него менталитет, вот так он в себе придумал. Так ему легче, девочки, на самом деле. Хотя это тоже какая-то обманка. Знаете, вот сдается мне, что этот мужчина, он выпьет крепко, и он вам то ли звонить начнет, ну, названивать, да, по пьяни, то ли смсить начнет, прям строчить будет эти смски. Ну, то ли, если лично где-то ему попадетесь, прям вам во всем признается, что вот влюблен, и ведет себя таким образом, потому что чувства к вам, пытается их глушить. Дальше. Показывают человека, который вас ищет, разыскивает. И этот человек кому-то из ваших знакомых обращался, либо к родственникам обращался. Вот именно про вас спрашивал. Может быть, адрес ваш просил, либо контакт. А этому человеку не дали. Сказали, что нет, мы не знаем вообще. Там, либо дали что-то неправильное. Не дали адреса, не позволили этому человеку вас найти. Если то ли кто-то считает, что этот человек вам не пара, то ли считает, что этот человек вам может жизнь испортить, тут не с целью вам навредить, а с целью вас защитить. Вот как-то так мне идет. Поэтому не дали. Но этот человек, он все равно где-то рядом. Мне вот почему-то кажется, что этот человек все равно вас найдет. Но встреча у вас с этим человеком точно состоится. Чуть попозже, скорее всего. Но человек уже рядом. Дальше. Здесь похоже на какой-то разговор с большими такими крутыми обещаниями. Вот как, знаете, обещают, что вот случится чудо, все исчезнет, там, ты выздоровеешь, либо ты там миллионы будешь зарабатывать, причем в день, да, не в месяц, не в год, а в день. В час, вот в час прям сразу миллион каждому. Здесь какой-то человек отчаянный, хитрый и отчаянный, ради того, чтобы с вас какую-то денежку сбить, готов что угодно вам обещать. Но на самом деле это обман чистой воды. И не будьте такими легковерными. Тут, конечно, да, экспрессия такая, подача, да, человек мастер слова, умеет это все делать, но все равно нужно думать. Человек может вас, развести на какую-то небольшую сумму денег, но все равно жалко, да, даже если это небольшая сумма денег, вот жалко отдавать просто так. Вот, будьте бдительны, не дайте себя обмануть. Так, еще. Здесь какие-то люди хотят жить за ваш счет, либо хотят, чтобы вы им что-то заплатили, оплатили, а может быть, приобрели. Очень похоже на родственников, либо... Ну да, это, скорее всего, родственники, либо кто-то рядом с родственниками, кто, типа в кавычках родственник. Им кажется, что вы очень богато живете, что у вас все есть, что вы ни в чем не нуждаетесь. Они такие, мы же люди бедные, вот она богатая, пусть она нам купит, да. Мы сейчас вот ей поплачем о том, что мы бедные, о том, что у нас там ничего нет, что у нас там долги, и она нам поможет. Вот как обобрать, что ли, вас хотят, воспользоваться получается, да. Поскольку вы родственников любите, и даже тех, кто вам по крови не родственник, да, ко всем уважительно, хорошо относитесь, вот, могут, по крайней мере, желают точно. Может, уже даже удочку закинули, может быть, что-то уже вы такое узнали, услышали. Такие люди хитренькие, они ничего не хотят делать, но хотят, чтобы им все помогали, вот как будто бы весь мир должен. Вот почему считают вас богачкой? Потому что вы работаете, потому что вы экономите, потому что вы по уму живете. Вот они так не умеют. Кстати, и пьющие люди. Мечтают, что у вас на содержании будут жить. Либо за ваш счет свое материальное положение поправят. Так, дальше. Мужчина, чей-то муж, наверное, либо парень. Так,
давайте, девушки особо чувствительные, лучше не смотрите. Здесь мне показывают мужчину, который добирает на стороне. Но это не про интимную близость, здесь больше про разговоры, про, возможно, нежность, возможно, почувствовать себя мужчиной востребованным. Мне кажется, что чей-то муж с кем-то в интернете общается, вот заигрывает, по крайней мере, флиртует. Мужчине не хватает вашего внимания. Ну, либо вы вместе давно живете, либо отношения такого качества, да, что уже как-то не до друг друга. Вот, может быть, он вас в свое время обидел, а вы его до сих пор не простили, но живете, потому что вы муж и жена. Вот он с кем-то общается в интернете, флиртует, постоянно флиртует. И еще, кстати, может быть такая вещь, опять же, чувствительные, не смотрите, не слушайте, закройте уши, перейдите на другое видео. Я не хочу никого расстраивать. Вебкам, скорее всего, да, может быть, он даже платит какую-то денежку, чтобы там, ну, женщина перед ним раздевалась, да, либо, ну, что-то делала, что ему, типа, приятно, то, чего не делаете вы. Ну, в общем, это не потому, что он вас не любит, это потому, что ему этого не хватает. Понимаете, вы все разные, все разные. И если у женщины голова забита проблемами, то ей прям совсем не хочется никакой интимной жизни. Ну вот вправду, да, вот не хочется быть романтичной. Ей бы проблемы свои решить, ей бы там детей накормить и самой отдохнуть. Но уж вот это последнюю очередь. А мужчины, они как бы по-другому устроены. И, судя по всему, этот мужчина, он прям в такой жесткой экономии живет, ну, в плане там интимной жизни, эмоций. И вот он нашел такой выход, чтобы не изменять вам, там, не ходить по падшим женщинам. Он как бы нашел такой выход, да, вот в интернет. Выход в интернет, да, где он может там с женщиной пофлиртовать, либо, ну, визуально что-то посмотреть, да, каким-то другим способом себя удовлетворить. В общем, вы сами поняли, наверное, да, о чем я говорю. Не хочу уточнять. Вот. Вот это показано. Вы-то думаете, что он там сидит в компьютере, в игры играет, да? А он-то немножко другим занимается. Тут как бы и ругать его, ну, даже не знаю, стоит ли вообще эту тему поднимать. Если вы ему дадите себя, дадите ему ласки, интимной близости, конечно, он не будет ходить в интернет. Вот 100%. Ему это будет ни к чему. Вот. Но опять же, опционально. Если вы чувствуете, что да, могу, хочу и буду, то да. А если вы понимаете, что вам не до этого, либо у вас там, например, менопауза, да, у вас приливы, а ему типа интимной жизни надо, ну это же тоже какой-то бред получается. Почему вы должны себя насиловать? Нет, так тоже не должно быть. В общем, девчонки, может быть, вас даже такой вариант и устроит. То есть он при вас, он там пошел, посидел в компьютере, выгулялся, и вот он опять с вами, как бы у вас душевные отношения. Вот. Ну, а если вы такое терпеть не намерены, вы можете там, не знаю, проверить историю браузера и все это вычислить. Очень легко это все вычисляется. Тем более, я так понимаю, что не особо там прячется. Может быть, он уверен, что вы там не сильно разбираетесь в компьютерах, и уж тем более не станете его подозревать. Вот как-то так показали. Вы извините за эту правду, но вот кому-то нужно было это узнать. То есть физической измены нет, как бы не было и нет. Но есть вот виртуальный выход в другую жизнь. Ну, как-то так. Дальше. Здесь мне показывают людей, которые в вас очень сильно заинтересованы, но они свой интерес вам не показывают. Наоборот, они вам показывают даже какое-то пренебрежение, что типа, ну, не сильно надо, ну, не сильно хочется. На работе может быть, а может быть, это какие-то гонористые клиенты, которые, вот знаете, вот вечно всем недовольны и все равно продолжают к вам ходить. Либо это работодатель, который вечно вас во всех грехах винит, но тем не менее, да, постоянно к вам обращается, там, сделай то, сделай это, какие-то важные задания дает именно вам. Причина такого поведения, отношения – это деньги. Эти люди, они жадные, вот такие прям шкуристые, не хотят платить. Когда клиент начинает там, вам говорить, что вот это не то, это не так я не хотел, мне нужен там другой оттенок белого, вот, просто сбивает цену, либо не хочет давать вам чаевые. Ну и работодатель, соответственно, не хочет вам повышать зарплату, либо давать вам премии. Знаете, вот как если хочется, то найдется к чему пристебаться. Вот. Но эти люди, они без вас не могут. Здесь, кстати, двоих показали. То есть без вас прям совсем уже не смогут.
ни на кого другого вас никогда не променяет. Вот так мне идет. Ну, скорее всего, опять же, из-за вашей доброты. Вы очень добрый, положительный человек, да, и вот такие вот жадины этим пользуются. Так, глаз у нас еще вышел. Глаз как будто бы из прошлого. Кто-то из прошлого за вами следит и наблюдает. Человек, который уже давно живет своей жизнью. Человек, у которого уже все случилось, но до сих пор за вами наблюдает. Вот сколько бы времени ни прошло, я так понимаю, что эта слежка, она как бы повсеместная, да, то есть человек ни на день не отказывал себе от удовольствия там, следить за вами, за вашей жизнью. Может быть, какой-то бывший, может быть, какой-то несостоявшийся. Вот кто-то за вами постоянно следит. В интернете следит, а может быть и так в жизни следит. Вот слежка у кого-то есть. Дальше показывают женщину, которая засматривается на вашего то ли парня, то ли мужа. Вот у нее прям нравится. Нравится, тянет. И как бы правильно вам это объяснить? Возможно, она сама замужем, но хочется вашего. То ли это какая-то болезнь, патология, да, то ли ну, такой аморальный образ этого человека. Вот что вот я знаю, что это чей-то муж, да, я замужем, но вот я хочу там, не знаю, гульнуть, хочу острых ощущений. Вот. Женщина, она, когда вы отворачиваетесь, она как-то вот уделяет вашему мужу больше внимания и даже какие-то сигналы ему посылает. Типа там подмигивает, там, не знаю, грудь показывает, оголяет, может быть, там прикасается к нему, что-то такое делает. Женщина, то ли подруга, то ли родственница. Ну, в общем, видно, как она себя ведет. Может быть, вы что-то подобное замечали, но вы от этого отмахнулись, ну, потому что вы не такой человек, вы не станете никого подозревать. Но это происходит. Может быть, даже, извините, чья-то сестра так себя ведет. На вашем бы месте я бы все-таки не допускала общения между вашим мужем, либо парнем и этой женщиной. Ну, от греха подальше. Вот вам она, конечно, говорит: фу, у тебя такой муж безобразный, противный, от него воняет. А сама прям, знаете, хвостом так виляет. Ох. Конечно, это на ее совести, но от греха подальше лучше не надо, чтобы они были там где-то рядом. Вот, кстати, может просить, там, чтобы ваш муж там пришел, что-то ей сделал, починил, там, либо ее провел, да, отвел. Типа, я боюсь. А сама сидит и не уходит. Ей предлагают такси, она такая: нет, я боюсь. Пусть твой муж меня отвезет, либо проведет. Вот этого не надо. Абсолютно не надо. Прям, знаете, глазки ему строят. Это противно. Это противно, и такого не должно быть. Так, здесь какое-то обещание. Кто-то вам дал обещание, но человек не намерен выполнять это обещание. Здесь либо человек хвастался и для красного словца дал вам это обещание, ну, либо человек такой по жизни, знаете, пустобол. Ну, как-то так. Подумайте, кто вам что обещал, и подстрахуйтесь на всякий случай. Но лишним точно не будет. Пустое обещание висит в воздухе, и ничего с ним не происходит. Да, никакой работы не ведется. Дальше показаны чьи-то недоброжелатели. Недоброжелатели, которые хотели бы вам навредить, да вот руки короткие. Здесь, скорее всего, вам грозили, либо вам что-то прям обещали, что мы тебе устроим, мы тебе покажем. Но оказалось, что ничего они не могут сделать, короткие ручки, да, до вас не дотянутся. И вот сидят такие, насупились, и такие: блин, ну как так, да, как так? Вот так хочется ей плохо сделать, а не могу, да, не получается, нет таких возможностей. Вот люди, которые сами себя на посмешище выставили. То есть не такие уж они грозные, и ничего по факту сделать они вам не могут. Вот здесь человек, который клянется, что он стал другим, что он там поменялся, что он больше чего-то делать не будет. На самом деле все будет. Обязательно будет. Человек нисколько не поменялся, абсолютно каким был, таким и остался. Человек врет. Врет и не краснеет. Вот это прям, ну, и больно, и обидно. Не будьте легковерным не будьте, и не верьте просто на слово. И опять же, время должно все показать. А время обязательно покажет. Человек не сможет сдержаться и сорвется. Вот что-то должно повториться. И уже как бы скоро.
скоро вы все поймете, о чем речь была. В момент С показана какая-то семейная тайна. Тайна, которой уже пришло время раскрыться. То ли это связано с вашими родственниками, то ли с вашим происхождением. Что-то в таком ключе мне идет. Вот вижу, что пришло время тайне этой раскрыться. И дальше все события будут складываться именно таким образом, что будут подводить вас, подводить к ответу, к тому, что тайна раскроется. Вы все разные, еще раз говорю, у каждого будет свое. Кто-то, возможно, найдет родственников, кто-то узнает свой род, да, вот свою историю происхождения, генеалогическое древо, да, вот прям поймете про себя что-то. Но почему-то от вас это скрывали, либо эта информация была опасна для того, чтобы вы ее знали, либо кто-то не хотел, да, чтобы там прошлое ковыряли. Но в любом случае, возможно, вы и сами чувствовали, что вам вот, там, родители, там, бабушки, дедушки что-то не договаривают. А может быть, вы сирота, может быть, вы в детдоме воспитывались, и совсем скоро вот момент, когда вы свою семью найдете, там, все узнаете, почему вы, например, в детдоме оказались. То есть как бы вы все разные, у каждого будет по-своему. Но вот вижу, что время прям уже подошло. Правда должна раскрыться. И еще такой момент показан, что эта правда пойдет вам во благо. Не навредит, наоборот, во благо пойдет. Так что не бойтесь правды, смелее ее узнавайте. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.